проекте «Дека Сан-Ас» все идет своим чередом. Позади отборочные туры, распевки, которые многим участникам давались с трудом. Впереди еще много работы. Сегодня группа Марьям Ташаевой и Сациты Шамилевой придется петь под фонограмму на той самой сцене, где им предстоит выступать на их первом отчетном концерте, который состоится уже в середине апреля. Начинаем очередной рабочий день, правильно? Но прежде чем мы приступим к нашей работе, я хотела пригласить на сцену замечательного преподавателя, замечательного музыканта Сациту Шарпудиновну Шамилеву. Она и так сейчас должна работать на сцене. И прежде чем она приступит к своей работе, я хотела вам сообщить, что ей дали звание «Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики». Сегодня мы работаем на сцене, и поэтому выход на эту сцену надо будет оправдывать, пожалуйста. Мы не в павильоне работаем, распевки закончились. Сейчас представьте, что вы выходите на большую сцену, зал забит зрителям, и они чего-то от вас ждут. Участники, конечно же, волнуются. Отсюда много ошибок. Одни не попадают в первый слог, другие микрофон держат неправильно, а третьи пытаются войти в образ известных артистов, чьи песни они исполняют. Но педагоги не пропускают ни одного промаха, мимо глаз и ушей. Их замечания всегда звучат к месту. Артист, выходящий на сцену, он не должен думать ни о камерах, ни о чем другом постороннем. Он за кулисами уже создал себе образ, вот в голове, все. Ты идешь, ты одна, все, понимаешь? Ты знаешь, что зритель там, но ты уже в образе идешь, ты вышла, все, поешь, по бокам не смотришь. Тебя не должно волновать, что там находится, понимаешь? В зрителях не ищешь знакомых. Ни в коем случае. Ты вообще в лица не смотришь. Для тебя есть центр. Вот где появляется образ. Ну, не важно, там английский мод была. Не важно. Микрофон. Смотрите, я всех предупреждаю. Не играйте с микрофоном. Пальцы не надо это делать. Это не нужно. Это кто-то имидж придумывает. Это не нужно. Вам вообще вот такие вещи не нужно делать. Микрофон должен классический. Вот он. Вот он. Можно из руки в руку переставить микрофон. Все эмоции, все ваши высокие ноты могут быть в пальцах, в руке, но не вот в игре. Hello, hello, hello. Не надо. Барабаны там уже стучат. Здесь барабанить не надо. Здесь держишь микрофон и вокалом работаешь. Поняла? Миланочка? И лицо работает, лицо. Даже если на непонятном языке, но лицо все говорит, понимаешь? Эту песню тебе пою. А что так, почему вы говорили? Ты конкретно на ноту во время пения не попадаешь. Да? Да. Занижаешь, обязательно занижаешь. Я хочу поверить, что, вот, например, тебе сказали про город спой. Все хотят, вот, жаждут, понимаешь, этой картины города.
вот так вот уходишь. Поняла? Когда пошел вокалист, тебе не надо уже стоять. Ты уже образ, уже уход у тебя. Уход. И только начался вокалист. Ракурс вот такой, смотри, угол. До колес дошла и все. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Первый луч, первый дождь, по весеннему Арбату ты идешь. Первый звук, первый снег, это песня о тебе и обо мне. Денишка, вот бы всем твою экспрессию на сцене. Ты знаешь, вот если исполнять вот такие песни, вот она сама вещь не статичная. Там напрашивается гитара, стойка микрофона. Вот. А так вот, когда ты стоишь, все-таки, когда такие вещи будем исполнять, да, когда мы станем звездами, то обязательно гитару в руки. И вся планета распахнулась для меня. И ты рядом, будто солнце не остынет. Не сможешь ты уйти от этого дня. Не спрячешься, не скроешься, любовь тебя настигнет. На проекте все еще появляются новые лица. Сегодня, например, педагоги представили нам еще одного стажера, студента колледжа искусств, который в совершенстве владеет французским языком и решил спеть на изящном и романтичном языке. Aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Скорее всего, многих телезрителей сейчас интересует один вопрос: почему выступающие выходят на сцену с мобильными телефонами? На самом деле все очень просто. Вот вы когда текста не знаете, вы увлекаетесь текстом, микрофон у тебя, я всегда говорю, микрофон должен быть вот здесь, на углу подбородка. Говорила я? Но поскольку ты не знаешь текст, тебе надо было микрофон немножко отодвинуть туда, там хоть трава не расти, я лучше буду ловить текст, и все. И ты все забыла.
Все забыла, как надо петь, попадала, не попадала, потому что ты увлеклась текстом, правильно? Согласна с этим, да? В следующий раз у нас, когда будет рабочий следующий день, ни один человек, все меня слышат. Все сказали «слышу, слышу». Никто с телефоном на сцену не выходит. Поняли? Чтобы все знали текст той песни, с которой будете на сцену выходить. Я уже мудрее стал и старше, но лишь сейчас одно постиг, истину постиг. Я вас всех прошу, не подражайте. Подражание это нехорошо. Человек, который спел эту песню однажды, он создал свой образ. Мама, это зачем тебе это? Мама, скажи. Спой по-зурабски. Ты же зураб? Сосо повляшили вас. Я слушаю, я это обожаю. Он может так говорить. Но чеченцы и так не говорят. Мы же не грузины. При всем моем уважении. Свои интонации должны быть. Я тебе не поверила. Ты все мне налгал. Я тебе не верю. Понимаешь? Рождает тепло, живое дыхание, но как тяжело от непонимания. Закрою глаза, я чтобы расслабиться. По-своему сейчас спел, я тебе поверила, на самом деле. Ты по-хусеновски спел ее. И это хорошо. Знаешь? Я даже в этот момент не думала про Билана. А там я думала, сразу Сосо Павлиашвили пошел у Зураба. Следующий рабочий день мы уже работаем над нашим репертуаром, который мы будем открывать в тот день, да, когда полагается первый тур. Мы открываем свой репертуар. То есть, как себя будете показывать уже. Дальше. Да, все по домам, отдыхайте, кушайте, слушайте музыку, учите все, что вам задает на дом. Зелимхан Дудаев – один из педагогов по вокалу музыкального проекта «Дека Сан-Ас». Он на профессиональной сцене вот уже 40 лет. В 1973 году он начал свою творческую деятельность в Государственной филармонии в качестве солиста-вокалиста в ансамбле «Шоуда». Это для меня было вообще недосягаемые вещи в то время. Я просто почти месяц не мог прийти в себя, не верил, правда или сон. Вот до того я любил и сейчас, в данное время, сколько я, уже 40 лет в культуре, искусстве. Вот. И в то время, и сейчас для меня было это большое достижение. И вот если сравнить тогдашнее и теперешнее время, вот промежуток, вот 40 лет, отношение к культуре, к искусству у меня всегда было на высшем уровне.
Позже Дудаев был удостоен звания «Заслуженный артист Чечено-Ингушской республики». Он является композитором более 30 песен. Его песни исполняют известные артисты чеченской эстрады. В 2003 году Зелимхан был приглашен на фестиваль эстрадной песни в Ингушетию, где ему было присвоено звание «Народный артист Республики Ингушетия». В 2005 году за выдающийся вклад в развитие искусства, многолетний добросовестный труд Зелимхану Дудаеву присвоено почетное звание «Народный артист Чеченской Республики». Но и это еще не все. Он был удостоен медали за заслуги перед Чеченской Республикой. Я не стремился к званиям. Но если ты признанный певец, признанный народом, актер, артист, танцор, неважно, ты уже народный считаешься. Эти звания сами по себе потом присваиваются к твоему таланту. В 2006 году Зелимхан Дудаев выпустил альбом «Сандаймох Ксандега Серло», дал сольный концерт. Следующий альбом называется «Совунох Челямник Ант». С сентября прошлого года он является художественным руководителем коллектива «Илли» и с недавних пор педагогом проекта «Дека Сан-Аз». Наше будущее все в руках молодежи. Это нужное дело. Вот, над этим мы работаем. Вот этот проект, он как бы он пойдет на пользу. Участники, они очень заинтересованы, вот, отличные ребята, у них хорошие данные. Сейчас мы подготовили по одной песне, у нас где-то середина апреля должен состояться первый концерт. Вот, нам дано директором Тамарой Султановной дано задание. Так, мы уже где-то 5-6 репетиция, то, что касается меня и моей группы, я говорю, мы уже сделали репертуар, подготовили по одной песне. Сцена покажет, как говорится, кто из них выйдет. Но это пусть будет моим секретом, но я знаю, кто выйдет, кто может быть, если на этом концерте, это как бы первый тур, могут и никто не вылетит, но на второй тур там уже придется, я думаю, что некоторым уже в сторону, как говорится, это делается. Из халыши гурим, да что дождь, произношение критика. Каждый ушел дождь подчеркивает. Ну и репетиции, тут мели. Суетишься, сторишь квартиру, плавал, налил, я смотрел, смотри, вот на зрителя, ты да, вот волшебный цену, она, что смотри, да, рассматриваешь, ты что, так, дух сол кюш, да, сам если где-то уже аккуратно, не перебарщивай, ты. Мерху мали халас. Я хаяма, я хаяма, я хаяма. На дом дыхание. Я хаяма, я хаяма.
Дыхание задвигалось. Ты прозевал? Да. Да. Садок, не загоняй туда. Садок, более открыто. Не загоняй затылок. Садок, да, мелодичко. Это уверен. Вперед, выталкивай голос. Затылок чумали. Не загоняй. После каждого занятия подводятся итоги, где всем участникам поясняют, над чем им надо работать. Я хотел испытать себя, посмотреть, на что я способен, и узнать, смогу ли я чего-то добиться. Или в этом проекте, или в другом. Наверное, что-нибудь получится в жизни. Вот постарался и пришел сюда. Мы как сплоченные братья, мы держимся друг за друга. И больше всего я считаю, что мы все, как бы сказать, можем добиться своего. Не важно, что кто-то лучше, кто-то хуже. Никто не лучше, никто не хуже. Все одинаково. Но мне кажется, что есть претенденты на то, чтобы выявить себя. Еще один день на проекте позади. Будем надеяться, что участники возьмут к сведению все, что сегодня прозвучало из уст педагогов. Смотрите в следующую среду. Как конкурсанты проводят время вне конкурса. Все поют одновременно. Наверно, милый мой идет, на нем защитна видность стерта. Какие прогнозы у педагогов? Уже даже мы приблизительно знаем, на кого можно делать усилия.